Наибольшее количество территорий с готовыми дизайн-проектами, которые примут участие в рейтинговом голосовании 18 марта, будет предложено столичным жителям. 4 в самом Сыктывкаре, 3 в Эжве и 1 в Максаковке. Причем в Эжвинском районе под реконструкцию впервые претендует попасть участок пешеходного спуска, который сегодня вызывает нарекания с точки зрения доступности среды. Преодолеть его маломобильным категориям граждан практически невозможно. Зато включение в программу «Комфортная среда» дает шанс разрешить многолетнюю проблему. Реализовать свое право на мнение каждый сможет уже в это воскресенье. В день выборов президента это будет дополнительная партия бюллетеней. Причем получить их по предъявлению паспорта смогут даже лица, достигшие 14 лет. Вот как это будет в Эжве. В бюллетене 3 территории. Первая территория – это Слободская площадь. Действительно, много было замечаний в части того, что она не освещена. Она действительно уже выглядит не по-современному, и с дизайнами, всеми дизайн-проектами можно ознакомиться на сайте администрации Эжвинского района. А вторая территория – это спуск от Мира 13 на улицу Слободскую, это возле ЦДЮТ. Этому спуску действительно не хватает благоустройства, не хватает доступной среды, так называемой, и это дизайн-проектом это тоже предусмотрено. И третья территория, которая вынесена на рейтинговое голосование, это сквер возле Бумажников 33. Из этих 3 территорий в результате рейтингового голосования должны быть выбраны 2, которые будут благоустроены в этом году. Заметим, всего на конкурс идей в адрес мэрии поступило более 29 тысяч предложений, отобранные 12 признаны счетной комиссией наиболее повторяющимися. При этом территории, которые не победят на рейтинговом голосовании в этом году, будут обязательно благоустроены до 2020 года. Таким образом, глаз народа может лишь расставить приоритеты, что требуется сделать в первую очередь.